Тасан Арцбекович. Мен биздин экономика министрине суроо берет элем. Эми ушундай мыйзамдарды алып келгенде биз колдоп беребиз. Азыр болсо мына Казакстанда деген бензин баасы түштү. Баарыңарга белгилүү да. Ошол бензин баасы түшсө деле разница Кыргызстан менен 10-15 сом болуп кетип атат. Негедир азыркыга чейин казактар даяр экен. Ошол бензинди Кыргызстанга алып келип, мындай арзаныраак түшөрүн алар деле түшүнүп жатышат да. И күздөн бери ошондок национальный компания Казмунайзаттын орун басары Тиесов ошо күзүндө эле 2018-жылы айтыптыр да. Биз деген расчет кылып атабыз. Күздөн баштап бензинди Кыргызстанга поставка кылабыз. Ошондо деген болжолу менен Кыргызстан, Өзбекстан, Таджикстандар менен 400 000 тоннаны поставка кылабыз. 2019-то болсо объемун деген 1 миллионго чейин жеткиребиз деп айтып атса, жарым жыл өтүптүр. Эмнеге Кыргызстандын кымбат бензинин биз колдонуп жатабыз, кайсы жерден түшкөн? Эмнеге биздин өкмөтүбүз, эмнеге биздин экономика министрибиз элди ойлобойт? 10 сомго бензин түшсө, жарандарды ойлой турган киши жокпу? Вы же знаете, что они готовы осуществлять поставки. В чем проблема? Почему мы не думаем о интересах простых граждан? Если есть какие-то там более такие другие договоренности двусторонние, там есть возможность уже в трехстороннем формате работать, да, то есть вопрос стоит чисто в Министерстве экономики, и я думаю, здесь еще такая вещь есть, как учет интересов граждан Кыргызской Республики. Он стоит выше учета интересов других политических каких-то соображений. Почему мы этим не занимаемся? Почему более дешевый бензин до сих пор в Кыргызстан не поступил? Спасибо. Мы последние годы на основании двухстороннего соглашения о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов получали ГСМ от Российской Федерации. В Республике Казахстан всегда был дефицит, они сами импортировали бензин, поэтому был запрет на вывоз. В прошлом году после реорганизации двух НПЗ у них появился профицит бензина, и они на переговорах, совместно это было решение, предложили проработать проект соглашения о поставках данного вида, там одного вида топлива, бензина марки А92, в объемах 100 тысяч тонн на территории Кыргызской Республики. Значит, такая договоренность была достигнута на уровне премьер-министров, и было дано соответствующее поручение Государственному комитету по энергетике и промышленности недропользователю проработать проект соответствующего соглашения и вынести его на подписание. На сегодняшний день, насколько я знаю, этот проект на финальной стадии согласования. Когда премьер поручил? Это осенью еще прошлого года было, да. Вы понимаете, что 5 месяцев, благодаря бюрократии, эти вещи затягиваются? За 5 месяцев неужели нашим гражданам... Дело в том, что там в тексте соглашения казахская сторона выставляла, я сам не участвую в переговорах, это ведет ГКПН, я еще раз подчеркиваю, им было поручение. Но, насколько я знаю, там в тексте соглашения были условия, которые ограничивали возможность экспорта бензина, который производится на наших НПЗ, за пределы. И это было предметом последнего согласования. Если они это разногласия сняли, то, в принципе, документ был готов к подписанию. 10 секунд. Олег Михайлович, коротко и ясно скажите, когда к нам начнет поступать более дешевый бензин? Я думаю, ГКПН должен ответить на этот вопрос. Барбы? Жооп бере турган кишилер барбы? Элдин кызыкчылыгын, это 10 сомов разница. Вы что там спите? Да. ГКПН орун басар Сагынбаев Жыргалбек. Бүгүнкү күндө келишим боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бир пункт боюнча алар өзлөрдүн Министерство иностранных дел нам нужно согласовать деп ошого тайм-аут алышкан. Биз деген эртең видеоконференциябыздан ошол маселелерди чечип ошол уже на финишной прямой аз калды уже. Там внутригосударственное согласование, МИД, это 2 МИДа.